Но у нас здесь нету интернета, как бы мы не можем на работе, у нас заблокированы социальные сети. В Facebook, так же как все остальные, депутаты парламента Ирина Карамушкина заходят с помощью мобильного интернета. Таких же строгих правил, считает представительница партии власти, не хватает в виртуальной реальности. Все согласятся, что оскорблять, унижать любого гражданина – это очень плохо, это наказывается, есть административное наказание. Вот. А президент, его можно. Список тех, кто якобы оскорбляет главу государства в Фейсбуке, Ирине Карамушкина отправила одна из избирательниц. Все имена пользователей депутат передала в Национальный комитет госбезопасности, откуда ей очень скоро ответили. По факту размещения негативных публикаций в адрес президента установлены 10 пользователей социальной сети. Все они, по данным Госкомитета по национальной безопасности, живут за границей. Я не знала, что я попала в этот список. Но никакой критики и оскорблений в его адрес я не писала. Одна из тех, чью фамилию упоминает в записке Госслужбы безопасности, Савринца Сыргатаева. Фермерша живет на юге Кыргызстана, за границу не ездит и в Фейсбуке, как она уверяет, никогда ничего критического о президенте не писала. Некоторые выкладывают разные карикатуры, высмеивающие Атамбаева. Но я, наоборот, писала под ними в комментариях, что нельзя так издеваться над главой государства. Что раз мы его выбрали, мы должны уважать его. С Сыргатаевой из спецслужбы еще не связывались, зато в это время 11 ее земляков были вызваны на допрос в Джалабадской области. Всем им сделали предупреждение за посты в Фейсбуке. Представьте этих людей в Джалабаде, да, чьи никнеймы там появились в сети, то понятно, их родственники уже боятся, они боятся и взяли там самых слабых. Почему они не взяли там с самых известных активистов? Потому что они все послали, да, но взяли с тех, которые боятся. Многие из них использовали реальные имена. Найти их чекистам не представляло труда. Тех, у кого были никнеймы, искали по IP-адресам. Тут задача сводится просто фактически к подсовыванию ссылки этому пользователю. Он открывает эту ссылку, и, соответственно, на сервере сохраняется информация, с какого IP-адреса он открыл ее. В данном случае не обязательно был запрос к Фейсбуку. Возможно, пользователи сами просто не занимаются минимальными требованиями вот этой безопасности. Пользователь Айнура Белековна тоже попала в список Госкомитета безопасности. Давать интервью она не хочет, в переписке объясняет, за свои оппозиционные публикации боится быть задержанной. У нас люди не понимают, что случилось что-то очень страшное. На самом деле вот это запрос самого депутата в ГКНБ, он настолько абсурдный и настолько опасный. Это просто такой страшный прецедент, который угрожает свободе слова. Все эти инициативы в конце создают самоцензуру. Самоцензура – это страшнее, чем цензура. Да? Я вот очень боюсь того, что у нас вот эта самоцензура, уровень очень сильно растет. Каждый думает, да, что написать, как сказать. Согласно той же записке ГКНБ, спецслужбы работают над определением личности еще 35 пользователей Фейсбука. Судя уже по опубликованному черному списку, попасть в их число может практически каждый кыргызстанец, использующий социальные сети. Дюбек Багалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.